Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Как всегда, в нашей студии работают прямые телефоны, по которым вы можете звонить и задавать вопросы гостям нашей студии, оставлять свои мнения и вопросы. Если вы житель Крыма, набирайте номер 8 810 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905. Крым в центре внимания. Сегодня в наших гостях политолог из Крыма Ленора Дюльбер. Здравствуйте. И говорить, собственно, будем, как крымско-татарский народ хотят расколоть перед выборами. Или наоборот, возможно, этого раскола нет. Да? Для чего российские власти Крыма ищут поддержки крымских татар перед выборами президента России? Будет ли коренное население полуострова голосовать 18 марта? И как проходит предвыборная гонка в Крыму? С этих вопросов предлагаю начать. Итак, собственно, если проводить ревизию, да, положения и самоощущения крымско-татарского народа, поменялось ли оно за эти 4 года? Как вы думаете? Во-первых, добрый день. Безусловно, поменялось. 4 года в той ситуации, в которой находится Крым, скажем так, сказывается на каких-то ощущениях, на ценностях людей, на перспективах и так далее. То есть формально ситуация изменилась глобально. Да, и, естественно, это, скажем так, люди переориентируются, людям нужно находить какие-то способы выживания, и сегодня именно фактором выживания определяются буквально все процессы, все перспективы крымчан, я бы так сказала. Но эта сама идентичность крымско-татарская, она, есть ли тут некий раскол? Я бы так не говорила, то есть идентичность крымских татар, она целая неделимая, да, тут раскол не в этом, скажем, да, я так понимаю, речь идет о сплоченности, да, о целостности крымско-татарского, скажем так, дискурса в Крыму, то здесь как такового раскола нет, как такового. Есть отдельные, скажем так, проекты, которые интересны сегодня в Крыму. Почему? Потому что крымские татары сегодня, благодаря усилиям материковой части Украины, представителям, в общем, меджлисам в экзиле, да, становится актуальной тема коренного народа, его прав, да, самоопределения и так далее. Именно поэтому российские власти, они не могут игнорировать эту тему. Изначально в 2014 году фактор признания реабилитации крымских татар и так далее, это было, скажем так, одним из главных заголовков во всех документах и во всех заявлениях первых лиц и Крыма, и России в том числе. И плюс крымско-татарский язык как третий государственный. Формально, да. Формально. Да. Угу. То есть эти все, скажем так, декларативные вещи, которые должны были, скажем так, обозначить намерения, добрые намерения, появившиеся в Крыму российской власти, они на сегодняшний день они нашли, скажем так, свое отражение лишь только в том, что удалось скооперировать некую группу людей, которая готова работать условно говоря, не на реализацию этих целей, а на, скажем так, формальное представление некой этнической группы в российской власти. И спикеры, собственно, российских властей появились сразу, да, среди представителей крымско-татарского народа. И их месседж достаточно громкий, по крайней мере, в российских СМИ. Но насколько это действительно так широко, как это представляется в российских СМИ, да? Насколько крымские татары готовы сотрудничать, я не знаю, как это аккуратнее назвать, с новой крымской властью. Знаете, я совершенно недавно обсуждала тему с отдельными людьми о том, что, вроде же как Россия строит большую мечеть в Симферополе. Вроде бы как Россия построила ту самую злосчастную школу, завершила до конца и открыла школу 4 президентов в Симферополе. И так далее, и так далее. То есть есть какие-то знаковые объекты, которые показывают лояльность и открытость российской власти к крымским татарам. Якобы готовность к диалогу и тому, что крымских татар могут услышать.
на что, в общем-то, я ответила, что Россия преуспела в создании символов. К сожалению, вот, допустим, если сравнивать с материковой Украиной, да, то есть Украина материковая, она проигрывает, украинская власть проигрывает в этом вопросе. То есть есть символизм некий шаблонный, да, который выставляется на показ, есть люди, которые готовы поддержать эти символы и говорить, что окей, да, все хорошо, у нас эта ситуация устраивает, но нет глубинного понимания потребностей крымских татар. И даже не потребностей, а просто понимания, что из себя есть крымские татары. Да. Ну, собственно говоря, и у российской власти нет этих целей. Почему? Потому что формально в России один лозунг. Лозунг дружбы народов, который исключает любую идентичность, не только крымско-татарскую. Что происходит в Татарстане, что происходит в других регионах России. Вот как раз хотела спросить, проводятся ли аналогии. Вот среди крымских татар понимают ли они, что, возможно, судьба, да, республики Татарстан в Крыму тоже реализуется? Я бы не проводила прямых аналогий. Почему? Потому что история совершенно по-другому. У крымских татар свой опыт национального движения, и он очень отличен от того, что происходило в Татарстане. Это, во-первых. Во-вторых, фактор пребывания Татарстана в составе Российской Федерации хронологически он гораздо дольше. Да, и это, естественно, сказывается на внутреннее состояние, на какие-то, скажем так, этнические амбиции и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что у них формально есть некая своя государственность, условно говоря, да, там, Республика Татарстан, да, институция, которая должна якобы отражать некие этнические, да, вот, ценности, ориентиры и так далее. Но фактически, то есть она не наполнена этническим, скажем так, содержанием. Все по той же причине. Россия многонациональна, и если, скажем так, каждый будет перетягивать одеяло на себя, собственно говоря, даже в федеративном статусе будет очень сложно управлять этим государством. Поэтому есть некий общий шаблон. Граждане России, вопрос, что под этим подразумевается. Да? Есть граждане Америки, разных этнических групп и так далее и тому подобное, но есть ценность демократии, ценности свободы там, и так далее и тому подобное. Да? То есть на каких основах строится, собственно говоря, сообщество, да? Что ценно в этом сообществе. В России немножко другая ситуация в ценностном плане. Поэтому, возвращаясь к вопросу аналогии, у крымских татар другая история. И поэтому я практически 100% уверена, что не повторится. Мы не придем к тому результату, к которому пришли сегодня казанские татары в Татарстане. Крымские татары не готовы от собственной идентичности отказываться, как мы это видим в Республике Татарстан, я так полагаю. Не готовы. Но для крымских татар это все. Это без этого они себя не мыслят, не видят, ровно так же, как без привязки, физической привязки к земле. Крыму, я имею в виду. Вы упомянули о проигрыше украинской власти, да, вот в плане, да, месседжей, которые посылаются крымско-татарскому народу. Хотя сейчас крымско-татарский вопрос все же с повестки дня не уходит, особенно вот в эти дни, да, когда мы вспоминаем события 4-летней давности. Насколько явственно слышен этот голос в Крыму? И слышен ли вообще? Потому что вот мне кажется, очень многие, да, заговорили о крымских татар даже не в связи с событиями, да, 4-летней давности, а, например, с выступлением Джамала на Евровидении. Стали говорить о народе, о крымских татарах и вспоминая заодно, да, вот эти события. Я бы сказала так, что материковая Украина, вообще государство Украина в целом, да, для себя по-другому и заново открыла крымских татар. То есть, но есть гражданское общество, а есть государственная власть, да, то есть и процессы, происходящие в этих, скажем так, областях или сферах, они совершенно по-разному происходят. На человеческом уровне, да, люди для себя узнали, да, что крымские татары – это не только пахлава, берег, море и так далее, да, но это еще есть и таланты, это есть еще много всего интересного, что позволяет в том числе вывести Украину на некие первые там шаги, да, в том же случаи, как с Джамалой, Ахтем Сейтаблаев и так далее, и так далее. Да? Это одна сторона медали, но есть и другая сторона медали. Крымские татары – это не только культура. У крымских татар есть богатый опыт политической борьбы и немалые политические амбиции. Это не есть такая, скажем, сиюминутное такое желание, да, это не есть сиюминутная какая-то конъюнктура поведения крымских татар. Это есть, некая стратегия многих и многих лет. Возвращаясь в Крым, люди себе четко понимали, чего они хотят в результате, что они хотят в результате получить. И, собственно говоря,
То, что сегодня обсуждается, почему сегодня, скажем так, поднимается тема крымских татар, я имею в виду признание там права на самоопределение, внесение изменений в Конституцию и так далее, и так далее. Создание крымско-татарской автономии. Совершенно верно, да. Все это, для крымских татар, по крайней мере, это, такие вот очевидные, продуманные шаги и та цель, которую, в общем-то, ставили себе органы национального самоуправления, то есть этнические институции. Вот, поэтому для крымских татар нет ничего нового. Для государства Украины и вообще украинского общества есть фактор заново, скажем так, пересмотреть эти отношения, и, вероятно, сыграть, скажем так, синхронно вместе с крымскими татарами. Почему? Потому что фактор восстановления территориальной целостности Украины, да, он напрямую зависит от позиции, как мне кажется, это очевидно, напрямую зависит от реализации права крымских татар на эту территорию. Но пока мы видим лишь декларативные заявления о создании крымско-татарской автономии, да, мы не видим плана реализации, мы не видим конкретных шагов, да, сделанных в эту сторону. Но даже вот само декларативное заявление позитивно ли рассматривается? Я скажу так, что сегодня в Крыму единственное, что сильно и прочно и надолго может связать крымских татар с Украиной, это вот как раз-таки реализация этого права, да, создание крымско-татарской государственности. Я не имею в виду сейчас там свободное, независимое и так далее, нет. Вот. Но реализация этого права и вообще этой идеи для крымских татар Украиной, это будет, скажем так, тем связующим звеном, которое позволит выстроить отношения на много-много лет вперед. В эфире радио «Крым Реалии» говорим с крымским политологом Ленорой Дюльбер. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что в студии говорим с Ленорой Дюльбер, крымским политологом. И, собственно, в российских СМИ, хотела задать еще этот вопрос, да, активно еще пропагандируется такой месседж, да, и внедряется упорно, что вот раньше все было плохо, да, вспомните там события на Айпетре, их вспоминают каждый раз, мне кажется, из этого затхлого сундучка достают, да, эти вещи. Вспомните притеснение Поляны протеста. Сейчас все хорошо. Вот насколько эти попытки все же действенны, насколько крымские татары прислушиваются к вот этим вещам. Потому что, например, мои знакомые, да, из России, например, вот они уверены, что Меджлис — это совсем небольшая горстка людей, да, выехавшая за пределы Крыма и бросившая, так сказать, крымских татар, и все, кто остался там, они будут жить прекрасно, припеваючи. И вот мне кажется, это достаточно такое распространенное мнение среди некрымчан. Я не готова говорить о тех мнениях, которые распространены за пределами Крыма, тем более среди россиян, да, то есть, более того, мне, скажу откровенно, неинтересно. Вот. Что касается тех месседжей, которые российская власть подает и на внутренний рынок, что называется, информационный, и на внешний, отношения с украинской властью прежней, до майданной, их нельзя назвать идеальными, да, крымских татар и украинской власти. Более того, эти отношения всегда спотыкались о факторе региональной крымской элиты. Очевидно, что Крым, он был такой разменной монетой для торгов, для, скажем так, закрепления позиций каких-то центральных властей и региональных элит и каких-то партийных структур. Вот. То есть в Крыму все проходило иначе. То есть в Крыму, то есть все процессы, они были отличными от того, что происходило в центре, в Киеве. Вот. Но я не люблю и не хочу оценивать отношения до Майдана и после Майдана, да, с крымских татар и властью. Почему? Потому что, на мой взгляд, это очевидно, что Украина сегодня и Украина до 2014-го, это две разные Украины. Вот. Поэтому, да, было нелегко, да, было сложно, но вот лично у меня было такое ощущение, что если я хочу отстоять некое свое право, у меня был коридор возможностей. А сегодня у многих людей есть ощущение,
не только крымских татар, что как бы ты ни бился об лед, да, то есть как бы ты ни пытался что-либо изменить в той ситуации, в которой ты находишься, и здесь не идет речь о каких-то политических процессах и так далее, что изменить ничего нельзя. Вот в принципе изменить ничего нельзя. То есть некая безысходность, из которой нет выхода. Вот это, собственно говоря, как мне кажется, главное отличие. Да, можно называть это свободой, не свободой, но это высокопарные некие такие фразы, да, но на самом деле это так. И вот это восприятие, да, безысходности приводит к тому, наверное, что многие, особенно молодые, да, крымские татары, выезжают за пределы Крыма, при этом, да, имея в анамнезе всю эту историю возвращения собственных предков. Вот как относятся к людям, которые уехали? Нет ли осуждения? Как это пытаются представить, опять-таки, в российских реалиях? Да. Ну, во-первых, скажем так, частота выезда, она не такая, как она была в 2014 году, да, то есть некие циклы, скажем так, миграции они были, но вот 16-17 год очень мало людей, скажем так, готовы все бросить и уехать, да, то есть, знаете, это как эффект бабайки в какой-то темной комнате, да, сначала это кажется страшно-страшно, а потом включаешь свет и начинаешь привыкать к этому, да, то есть вот тот абсурд, который сегодня происходит, он, к сожалению, но люди адаптируются и к этому абсурду. Вот. Находят способ выжить, и да, есть у кого-то там какие-то отдельные критические ситуации, да, есть люди, которые думают там, ну, о каких-то перспективах, вот, но, скажем так, массового отъезда такого вот прям регулярного, этого не наблюдается. Как относятся к таким людям, которые уехали? Ну, я бы сказала, с сожалением, без осуждения. То есть, в частности, крымским татарам очень, ну, больно, скажем так, видеть, наблюдать, что кто-то уехал. То есть, ну, скажем так, да, когда узнают, что кто-то уехал, и так, знаете, вздыхают. Ну, вот и еще один уехал человек. Вот. Ну, я же говорю, для крымских татар физическая привязанность к этой земле, она необъяснима словами, да, то есть вот я уже здесь 3-й день нахожусь в Киеве, вот, и я физически ощущаю необходимость вернуться даже в тот Крым, который сегодня есть. Вот, и, ну, это сложно описать, это сложно объяснить, но это есть. В эфире радио Крым Реалии говорим с крымским политологом Ленорой Дюльбер. Ну, собственно, заявленную тему надо успеть еще обсудить. Мы говорили, да, о том, что неоднократно уже в этих эфирах, что 18 марта выборы президента России. И, естественно, среди крымских татар сейчас ищут поддержки. Да, получается ли? Я полагаю, что нет. Вот по моим ощущениям, нет. А ДУМК, заявление, вот недавно также в эфире мы обсуждали, было это собрание, да, такое себе, да, и Духовное управление мусульман Крыма выступило также с призывами крымчанам, крымским татарам, чтобы они шли на выборы президента России. Ну, их задача штамповать заявления, призывы и так далее, это их работа, и, собственно говоря, их для этого и наняли. Вот. Что касается слишком большой негативный бэкграунд отношений с российской властью за 4 года. И ни одна построенная мечеть, их можно построить 10, красивейших, монументальных и просто идеальных, они не затмят того, что, ну, с тем же ханским дворцом происходит, да. Вот. Они не, скажем так, не перевесят вот этот вот якобы позитив от строительства там чего бы то ни было, не затмят вот того, что к людям в дома приходят с обыском. То есть вот этот вот бэкграунд, он, собственно говоря, и формирует отношение крымских татар к российской власти. Что касается... А отношение к отдельным персоналям, да, вот уважительное отношение, например, к Эмирали Аблаеву, к Февзии Якубову, к другим персоналям. Сыграет ли свою роль, как того хотят нынешние крымские власти? Как вы считаете? Вообще, как бы есть такая традиция у крымских татар, да, то есть фактор личности, он значимый, да, и если бы Эмирали Аблаев и многие другие, кто сегодня позиционирует вот в российской плоскости, да, если бы их авторитет был настолько высок, насколько заявляют об этом, то я думаю, что у них была бы поддержка. Индикатором их поддержки, собственно говоря, либо не поддержки является вот та же явка на крымских татар, там, на референдумы, выборы, предстоящие и уже прошедшие. Вот. То есть мне кажется, вот, собственно говоря, все эти перестановки, которые сегодня произошли в Крыму, да, переформатирование пространства крымско-татарского
при российской власти, оно, собственно говоря, и является результатом того, что не удалось реализовать группой, пророссийской группой из Меджлиса, реализовать тех планов, которые, и задачи, которые ставились перед ними, да, то есть организовать поддержку, найти, скажем так, быть услышанными среди крымских татар. Именно поэтому Думк сегодня дрейфует из исключительно религиозной сферы в политическую сферу. Да, почему? Потому что у меня вообще складывается впечатление, что сегодня водораздел будут проводить между традиционной формой ислама и лидерами, скажем так, представителями этой формы, да, течения ислама, и условно назовем нетрадиционной, да, то есть которая оппонирует сегодня российской власти. Вы имеете в виду Хизбут Тахрир? Ну, там не только Хизбут Тахрир. Не только. Да, там не только Хизбут Тахрир. Все же, если говорить о выборах, как вы можете ли вы прогнозировать, придут, не придут крымские татары на выборы, на избирательные участки 18 марта? Мы дождемся результатов, но у меня есть ощущение, что крымские татары не готовы вливаться в эту систему отношений и выстраивать отношения вот в этом русле. Но все же, да, прошло уже 4 года. Многие, наверное, разочаровались, да. Многие думали, что это будет быстро, да, что это будет не так. Сейчас реалии новые, да. Россия все время внедряет месседжи о том, что это навсегда. И вот получается ли вот этот вот раскол? Происходит ли он? Ну, у крымских татар есть уникальная вообще такая способность быть в среде, но, скажем так, не вливаться в нее, да, я к чему это? То есть можно адаптироваться к каким-то социально-бытовым условиям, да, социально-бытовым там каким-то реалиям, да, но не быть субъектом неких политических процессов, да. Вот, то есть абстрагироваться от всего политического у крымских татар это получается очень хорошо. Ну, сложно абстрагироваться, когда, например, до сих пор от отдельных активистов, да, украинских звучат такие призывы, например, к насилию, создавайте отряды, бегайте по горам, еще что-то. Это же неоднократно звучит все же. Они могут звучать долго, вечно и, более того, спровоцировать с некими целями, да, но у крымских татар нет этого. Нет, не было и не будет. Крымские татары не радикалы какие-то там с обрезами или еще чем-то. То есть, нет в традициях этого всего. Есть традиция оппонирования. Я не хочу применять вот избитую уже всеми фразу ненасильственной борьбы, но это на самом деле так. Это вот эта ментальность крымских татар. Для крымских татар вообще есть ценность жизни. То есть для крымских татар уже есть ценность каждого человека. То есть крымские татары не готовы терять людей. Крымские татары могут поступиться чем-то, да, там, тактически, стратегически, да, там, но не готовы терять своих людей. Те жертвы, которые сегодня уже понесли крымские татары, начиная с Ришата Аметова, заканчивая теми десятками людей, которые пропали, либо уже найдены, к сожалению, мертвыми, да, то есть это уже слишком много для 300-тысячного народа. То есть это уже большие потери. То есть нужно понимать это. Крымские татары не возьмут никогда в руки оружие. Я вспоминаю события, да, 4-летней давности, это ощущение страха, да, и вот как раз вы вспомнили Ришата Аметова, действительно, это было, правда, очень страшно, да, и были отряды самообороны из числа крымских татар, которые защищали, да, места компактного проживания. Вот сейчас это ощущение страха уже прошло. Это другой страх. Он изменился, да. Если в 2014 году было непонимание вообще, что это происходит, да, и было непонятно, 21 век, пардон, как это такое может произойти, да, то есть военные силы другого государства оказываются на твоей территории и пытаются изменить, все изменить в твоей жизни, вот. А сегодня это другой страх, то есть он как качественно изменилось, да, то есть я уже говорила о том, что у людей есть в психике такая вот, скажем так, склонность к адаптации к тем условиям, в которых они вынуждены жить. Вот. И та бабайка, которая пришла из темной комнаты, она уже не так страшна, и понимаешь, что с ней можно делать, и понимаешь, какие твои реальные риски. Вот. Поэтому, соответственно, скорректировано поведение. Да, каждый скорректировал свое поведение, каждый себя чем-то ограничил. Мне кажется, вот эти вот ограничения, которые люди для себя выстраивают, они вот и являются тем интересным, главным и важным, которое влияет на будущее этих людей завтра.
А это метаморфоза сознания, да, вот о которой вы говорите, метаморфоза страха, да, вот, который преобразовался. Вот массовые зачистки, постоянные обыски, да, аресты, естественно, не могли не привести, да, к этим изменениям. Ну вот близко ли тот водораздел, когда вот люди уже устают бояться и начинают еще больше, да, сопротивляться? Ну, люди начинают реагировать, люди, да, будут сопротивляться. Больше или меньше я не готова измерять в таких показателях, да, но это станет частью природы существования. Это однозначно. То есть то, что люди не готовы смириться с, вот с таким вот совсем уже беспределом, да, это фактор. Но станет это радикализироваться или нет, я думаю, что нет. Просто это станет частью вот существования вот, и ежедневной повестки, скажем так, для крымских татар. В какой нише сейчас могут оказаться крымские татары, заканчивая уже нашу беседу, резюмируя? В какой нише? Да. Ну, у России, понятно, свои собственные представления, каким они хотят видеть крымский народ, у крымских татар, да, собственное представление о том, чего они хотят и как этого добиться. Но главное, наверное, сохранить за собой полуостров, поскольку это... Территориально, да, то есть в Крыму очень популярен такой, скажем так, девиз «Хрымда Яша, живи в Крыму». Вот. Но я скажу одну важную вещь, что, скажем так, для крымчан, не только крымских татар, отношения с Россией складываются иначе. Есть и фактор региональной идентичности, который важен. Спасибо большое. Ленора Дюльбер, крымский политолог, была гостьей нашей студии. Это радио Крым Реалии.